Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 4 ноября вся Россия отметила День народного единства. Государственный праздник связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. С Днем народного единства канашцев поздравил депутат Госдумы Николай Малов. День единства – праздник единения. Россия много раз подвергалась испытаниям, переживала враждебные времена. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Эти времена назывались смутными, а еще кровавыми. Но страна вновь и вновь вставала на ноги, становясь только сильнее. Нам есть чем гордиться, а самое главное, кем гордиться. И, конечно, на всем протяжении нашей великой истории у всех у нас есть понимание лишь одного, что наша сила именно в единстве. И с учетом сегодняшних геополитических вызовов, санкций против нашей страны, у всех есть четкое понимание того, что нашу Россию, великую Россию, никому не получится поставить на колени и сделать зависимой, потому что мы сегодня едины. Депутат учредил именную стипендию инициативным, творческим, активным учащимся города и района. Вы сегодня видите, как в хорошую сторону меняется город Канаш. Это все благодаря поддержке федерального центра, это поддержка Николая Владимировича, это поддержка главы республики. И поэтому, чтобы заслужить эту поддержку, мы должны показать свое единство. И дай Бог, чтобы вот то, что сегодня у нас заложено, вот этот фундамент, он воплощался в жизнь и превращался в хорошие проекты. Район сельскохозяйственный, появились агроклассы. Сегодня востребованы именно узкие и высококвалифицированные специалисты на селе. Думаю, нам всем, когда мы вместе, это по плечу. А нашему депутату Николаю Владимировичу Малову огромное спасибо, которое дает дополнительную мотивацию для вас. Это для нас тоже существенный плюс, когда такие студенты мотивированные получают премию главы Чувашской республики, главы администрации города и района, а также депутата Госдумы. Думаю, вы будете достигать не просто высот, а будете лучшими, а мы вас ждем на местах, как в районе, так и в городе, с праздником. 15 учащихся образовательных учреждений удостоились сертификатов. 7 педагогов получили благодарности за воспитание достойных учеников. Глава Виталий Михайлов вручил удостоверение членам молодежного правительства. Молодые люди – это будущее города и района. Их активная жизненная позиция руководства муниципальных образований и республики оценивается высоко. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Светлана Симурзина, Канашский педагогический колледж. С исполнения российского гимна начался День народного единства во Дворце культуры. Праздничный концерт продолжили ансамбль «Россияночка» и клуб «Надежда». «Моя Россия» – песня, в которой каждый гражданин чувствует гордость за свою страну. Руководителем ансамбля «Россияночка» является Вера Кашинская. В этот праздничный день мы с особенной силой ощущаем, что мы единый и могучий русский народ. И у нас одно отечество – Россия. Праздник продолжила хореографическая студия «Сияние». Малыши из ансамбля «Росинка» исполнили песню, которая взяла за душу каждого зрителя.
единство – праздник, который объединяет нации, языки, поколения. Сегодня удалось насладиться выступлением всех ансамблей города. Каждый дарил любовь и теплоту души. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, Дворец культуры. Храм всех скорбящих радость отметил праздник памяти одноименной иконы Божией Матери. Божественную литургию возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. На службе побывала наш корреспондент Ирина Константинова. Гости встретили с хлебом и солью и с цветами главы администрации города Канаша и Канашского района, а также епископ Канашский, Янтиковский Стефан, протоиерей Александр и другие служители церкви. Митрополит Варнава вместе со священнослужителями храма Канашской епархии провел праздничное богослужение. Стоит отметить, что прихожан сегодня особенно многолюдно. В Русской Православной Церкви эта икона считается чудотворной. Об этом известно еще с 17 века. Кормилица, надежда, заступница, одеяние, исцеление, радость, спасение. Это лишь малая часть, кому и чем помогает и кем она является для людей. Это же мы видим из слов молитвы к иконе, переведенную на современную речь. К помощи иконе также прибегают те, кто оказался в стесненных обстоятельствах, кому причинили зло. Ее также называют помощницей и заступницей всех христиан. Митрополит Варнава поздравил прихожан с престольным праздником и пожелал каждому покровительства и заступничества Пресвятой Богородицы. В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость протоиерей Александр Ермолаев был награжден медалью Чебоксарской и Чувашской епархии святого мученика Авраамия Болгорского 3-й степени. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Вести недели. Как утверждает, ни один вид спорта не развивает такой уверенности в своих силах, как бокс. С данным высказыванием соглашаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Воронкова. Со спортсменами встретилась Марина Баринова. Успех любого спортсмена во многом зависит от профессионализма его тренера. А как им стать? Этим вопросом уже давно не задаются тренеры ДЮСШ имени Воронкова. Об их профессиональном подходе говорят всероссийские награды воспитанников. Гордость берет за тех ребят, трудолюбивых, во-первых, которые действительно что-то добиваются в жизни. У нас ребят было хороших много. Это, конечно, мастера спорта братья Емалеевы. Два брата выполнили оба норму мастера спорта России. Это также Ситкин Андрей был членом сборной России. Также вот подрастающее поколение. Кандидат в мастера спорта, двукратный участник первенства России Владислав Алексеев и участник всероссийского соревнования ЦСО «Динамо» Илья Сергеев. Спортсмены-боксеры, подающие большие надежды. Отметить можно Алексеева Владислава, двукратный уже участник первенства России. Сергеева Илью можно отметить. Какие-то успехи в этом году уже. Результативные успехи Медакова Глеба. С благодарностью отзываются о своих тренерах и сами ребята. Они твердо знают, что их упорство плюс педагогический талант и воля тренера обязательно приведет к спортивным победам. Тренера наши очень опытные, работают уже очень много лет, помогают перед боями, настраивают. Большая поддержка от них чувствуется. Каждый из ребят ставит перед собой цель – стать чемпионом. А пока они раз за разом покоряют свои спортивные вершины. Участник первенства России. Ездил в город Тюмень. Занял 5-е место. Попал на 4 боя. В спортивном зале ребят становилось все больше и больше. Как отметил Алексей Георгиевич, в 6 группах по боксу обучаются более 100 человек. Официально по правилам у нас в бокс идут с 9 лет.
Уже проводятся первые соревнования, крупные такие, в 13-14 лет мальчики. То есть на год старше или на год младше они боксируют друг с другом. Вот уже с 13 лет уже начинает боксировать серьезно. Уже проводятся и первенство России, и первенство Европы. Более 100 ребят занимается. Это 2 начальных группы начальной подготовки и 1 учебно-тренировочная группа. Но вы являетесь единственным тренером по боксу? Нет, мы тренируем в паре. Второй тренер – это Александр Николаевич Ситкин. Тоже замечательный педагог. Вместе стараемся воспитывать детей, добиваться результатов. И пусть не все из них станут известными спортсменами, многие запомнят точно, что добиться успеха можно лишь своим трудом и старанием. Марина Баринова, Елена Бладцева, Павел Павлов. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Каждый из нас точно знает, что покупать товары проще и дешевле в больших гипермаркетах, чей ассортимент позволяет приобрести не только продукты питания, а также хозяйственные товары и бытовую технику. «Светофор» – один из представителей крупных гипермаркетов нашего города, и его предложения все чаще привлекают покупателей новизной ассортимента. Мы частенько сюда приезжаем, заезжаем. Хороший очень магазин, нам нравится. Всей семьей бывает, с детьми, с внуками приходим. Откуда? Для родственников из Татарии приезжаем, из соседней республики. Спасибо, что товар хороший и доступный. Существующие акции позволяют посетителям покупать товары с ощутимой скидкой. Так, например, при покупке на сумму от 2000 рублей покупателю выдается купон на участие в акции в честь дня рождения гипермаркета «Светофор», который состоится 2 декабря в час дня на площадке магазина. Мне очень нравится этот магазин «Светофор». Мы сюда приходим часто, потому что цены низкие по сравнению с другими магазинами. Выбор лучше намного. Я участвую в акции и приду на день рождения «Светофора» 2 декабря. Раскроем секрет. Стиральная машина, телевизор и пылесос – это еще не весь перечень призов, которые получат обладатели счастливых купонов. Нужно лишь успеть их получить. Гипермаркет «Светофор» предлагает огромный ассортимент по выгодным ценам. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. В честь своего дня рождения магазин дарит подарки. Участвуйте в акции, приходите за призами. Будем рады вас видеть. А сейчас обратите внимание на новые предложения гипермаркета «Светофор». Свинина килограмм 159,90. Мука 49,90 за 5 килограмм. Чай «Липтон» за 100 пакетиков 99 рублей 90 копеек. Стиральный порошок «Миф» 5 килограммов 400 грамм всего за 249 рублей 90 копеек. Гипермаркет «Светофор» также предлагает порадовать своих деток к Новому году вкусными сладкими подарками. Всего за 199 рублей 90 копеек за килограмм. Успейте приобрести товары по выгодным ценам и стать обладателем счастливого купона.